вас есть вопросы? Да, пожалуйста. Микрофон. Микрофон включите и нет, поверните на себя. Нет, можно сидя. Можно сидя, но Вот в части 3 статьи 1 УПК указано, что положение законов Кыргызской Республики, регулирующих порядок уголовного судопроизводства, подлежат применению только при условии включения их в УПК Кыргызской Республики. А направлять заочное дело в суд с обвинительным актом в отношении обвиняемого, который, так сказать, не знаком с материалами дела, который вообще не участвовал в ходе следствия, он не находился. Такой нормы в УПК нет. Да, правильно. Нет. Да. Это противоречие, почему Джолгу Кенеш не устранил до сих пор? Мы считаем, И сейчас вы говорите, что ходатайство, я еще не закончил, что ходатайство не подлежит удовлетворению. Вот такие вот имеются противоречия. Почему Джорку Кенеш это не сделал до сих пор? Мы считаем, что это не противоречит, потому что это противоречит принципу неотвратимости и не других принципов уголовного судопроизводства. Нет, вот вы по существу ответьте. В одной норме написано, что вот, в части 1, да, вот часть 3 статьи 1 УПК. Все нормы законов, регулирующих порядок уголовного суда, подлежат применению только при условии их включения в УПК. А такой нормы, оно, когда заочно можно направить дело, оно не включено, такой нормы нет вообще. Это раз. И еще на такой вопрос ответьте. Почему, значит, в одних случаях приостанавливается уголовное дело, когда человек обвиняемого нет на территории Кыргызской Республики, а в других случаях заочно отправляется? Почему в законе нет четких критериев в УПК? Почему это оно до сих пор не разработано, и почему Джорку Кенеш это не принял до сих пор? Не устранил вот эти вот противоречия? Если норма принята в Конституции, что заочно можно выносить приговоры, то, значит, надо предусмотреть, что можно и заочно направлять дело в суд при отсутствии. Но заочно направлять дело в суд, такой нормы нету. Видите, сколько противоречий? Почему Джорку Кенеш до сих пор это не устранил? Нет, если обвиняемого местонахождения неизвестно, как направлять его? Вам, да, вопрос тоже? Не, я спрашиваю не про практику применения, я спрашиваю, почему нормы такой нету. Ведь все надо же регулировать. У УПК очень подробно все действия следователя, все регулируется. Но именно вот здесь вот заочно направлять дело в суд, этой нормы вообще нету. А сейчас говорите, что не надо удовлетворять. он ответил Да, в той да, мере. уже, да. Икрамидин Назирович, пожалуйста, свои эмоции придержите. Он отвечает в той мере, насколько считает нужным. У вас есть еще вопросы? Нет вопросов больше нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? Представитель Джордж Кенеш. Самат Хаштубекович, присаживайтесь.